Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил Эверест, высочайшую вершину Земли, команда Эверест-1. Второй кыргызстанец, которому удалось покорить Эверест. Первым туда взобрался кыргызстанец Дмитрий Греков. Кыргызский управленец и предприниматель, золотопромышленник, дипломат, в прошлом сотрудник КНБ, почетный консул в Индонезии. Эверест стал пятой вершиной в его программе. До этого он уже поднялся на пик Аконкагуа, на Эльбрус, на гору Костюшко и на пик Килиманджаро. Бүгін 23 майда 8 saat 35 минутта Алла Тағаланың бұйрығы берер. Жамалыңмен чоқысына, Эвересттің чоқысына шықтым. Қырғыз елім, қасиетті қырғыз елім. Сүйікті мемлекетім Қырғызстаным. Şu jеңишimди sizlerge bağışladım. Sizlerge arnab. Kırgız elim. Unutmaylık. Namazımızı unutmaylık. Kendimizni, kasiyetli жерimizni saqlab qolaylık. Eng negizgisi tuğanдар. Ақта егеменділігімізді сақтап қалайық. Ант берсе, құл болып қаламыз. Қырғызстаным, сіздер үшін армандаға барғым келдік. Рахмат чоң. Это Гималай. Невозможно передать восторг от этой красоты. Дорогие друзья, дорогие кыргызстанцы, я только что спустился 6550 метров с высотного лагеря Эвереста и с горечью, с огромным сожалением принял информацию в Баткене. Я хочу выразить свою личную поддержку баткенцам, героическим моим братьям, пограничным войскам, вооруженным силам и всем тем силам, которые пытаются сейчас восстановить целостность нашей границы, нашей Родины и нашей земли. 27 апреля мы должны были выйти на ледник Хумбу и выйти на высотный лагерь 6100 метров. Но, к сожалению, ночью 27 апреля ледник обрушился. Конечно, этот день, который мы не выходили на Хумбу на 6100, мы использовали для ледовых тренировок, для альпинистских тренировок. И к большой нашей радости, моей личной радости, мы встретились с величайшим альпинистом современности, гражданином Непала и Великобритании Нимсом Пурджи. Высочайшая вершина Земли Эверест Джомолунгма высотой 8848 метров над уровнем моря находится в Гималаях. Ежегодно власти Непала выдают альпинистам со всего мира около 300 разрешений в год. Разрешение на восхождение стоит $10 000 на каждый. Плюс перелет, питание, снаряжение – это еще 10 000. То есть необходимый минимум – это $20 000 на человека. В 4 часа ночи начинается штормовое восхождение на Эверест. По большому счету, это самое настоящее восхождение на Эверест. Эдуард, братец, салам Киргизстану, Саня Морозу, да? Да. Работаем. Это Эверест, лагерь 7200. Это лагерь 6100. Находится на леднике, на верхней части ледника Хумбу. Сегодня уходим на 6400. Это будет что-то. 6400 это у подножия Эвереста. Смотрите, какие горы. Вроде мы высоко, но горы еще выше. Это знаменитый базовый лагерь Эвереста. Длиной 1,5 километра, шириной километр. Абсолютные высоты 5300 метров до 5600 метров. А вот это ледник Хумбу, куда мы должны идти для восхождения Эвереста. Танем. Это ледник Хумбу. Вверх-вниз. Все время вверх-вниз. Как наш гид. Ледник Хумбу
просто изрезан обрывами, вертикальными подъемами, спусками. Я бы 2 раза на Ленина сходил бы, чем 1 раз пройти Хумбу. С базового лагеря до высотных лагерей на 6100 и на 6550 метров Хумба, конечно, отнимает огромное количество сил и ресурсов. Нам удалось к обеду выйти на высотный лагерь 6100. Удалось пройти без потерь, провалов, достаточно в хорошем темпе и, скажем так, в полном составе. Азыркы убакытта 3 альпинист каза болду. Ошонун ичинде 2 итальянец, 1 американец. 8000 метрде, 8600 метрде. Просто альпинисттер из ушу шамалдан просто тоңуп калышты да, тоодо калып калышты. Ураным Манас, улутум Кыргыз. Рахмат.